1239-1240 году произошло вторжение монголов на территорию Дагестана. Арабский хронист того времени Мухаммед Рафи пишет о заключенном союзе между монголами и аварами, что такой союз был основан на дружбе, согласии и братстве, подкрепленном к тому же узами династических браков. Считается, что правители Золотой Орды способствовали расширению границ Аварии, возложив на нее роль сборщика дани с многочисленных покоренных на Кавказе народов. Изначально установившиеся мирные взаимоотношения между монголами и Аварией могут быть связаны с исторической памятью монголов. Они, очевидно, имели информацию о воинственном аварском каганате, сложившемся в IV веке на древней территории современной Монголии, то есть частично протопредками монголов могли являться древние авары, часть которых мигрировала из территории Кавказа в Азию и на Дальний Восток, еще в начале нашей эры. Возможно, сознание единства прародины двух народов и определило лояльное отношение монголов к аварам, которых они могли воспринять как древних соплеменников, оказавшихся на Кавказе задолго до них. С покровительством монголов, очевидно, следует связывать и отмеченное в источниках резкое расширение границ государства и развитие хозяйственной деятельности в Аварии. Об этом можно судить из сообщений Хамдулы Казвини, который отмечает о довольно обширных размерах Аварии в начале XIV века. Он отмечает протяженностью якобы в 1 месяц пути, объединявший равнинные и горные районы. Из сборника арабских хронистов книги Тарихи Дагестане известно, что отец будущего Нуцала Саратана, в союзе с кайтагами разгромили Гази Кумух. Зеркало согласия между князьями Кумуха и Хайдака было разбито усилиями сатаны, пишет хронист того времени. Те из потомков Хамзы, мучеников, которые в продолжении этих беспокойств были живы из числа владетелей хайдакских, а именно Мухаммед хан, Амир хан и Амир Хамза нашли убежище у повелителей Аварии, и обязались клятвой быть их союзниками. Тут произошли между ними и князьями кумухскими страшные войны и адские распри. Царь Аварский послал письмо и посланников, избранных из числа мудрых и красноречивых людей, к султану Каутар-Шаху, жители которой приняли ислам еще во время Омара, сына Хаттаба, и предложили союз и дружбу. Согласно законам соседства и на условиях взаимной помощи в войнах со своими врагами и недоброжелателями. Такой союз был основан с обеих сторон на дружбе, согласии и братстве. Каутар-Шах взял прекрасную дочь царя Аварского в жены своему сыну Кейкабаду, а прелестную сестру последнего выдал за Саратана, сына царя Аварского. Каутар-Шах тогда повел свои войска с востока, а Саратан с князьями хайдакскими направил войска аварские с запада против Кумуха, куда они прибыли во вторник 1 Рамазана. Далее, Саратан и Каутар опустошили Кумух, и все князья кумухские, происходящие от Хамзы, рассеялись по разным частям света. Из всех этих повествований нужно сделать вывод, что в то время аварские нуцалы вели вражду не со своим же народом, то есть в современном понимании некоторые могут подумать, что аварцы и даргинцы в то время воевали против лакциев. Нет, аварские нуцалы воевали с потомками первых арабских газев в Дагестане, которые, засев здесь через ислам, устанавливали здесь свои порядки. А династию древних аварских правителей это не устраивало, несмотря на то, что сами правители Дагестана уже почти все были мусульманами.